Здравствуйте, с вами снова я, Екатерина Лане, и программа «5 вопросов мэру», который мы задаем главе города Олегу Сорокину. На все про все у нас 10 минут, время пошло. Олег Валентинович, здравствуйте. День добрый. Олег Валентинович, конец года – это время подводить итоги. Год был непростой, но хорошего все же было больше. Новые детсады стали сдавать, а это значит, что очередь в садике в будущем станет страшным воспоминанием из прошлого. Вы знаете, 13-й год, конечно, простым не назовешь. Год был сложный, год был длинный, но тем не менее кое-что удалось сделать. И действительно приятно, что проблемы, которых мы раньше боялись и считали, что мы их никогда не решим, они постепенно перед жителями города отступают. И мне приятно то, что на моих встречах и приемах с жителями сегодня вопрос очередности в детские сады практически не звучит. То есть люди знают, понимают, где, по каким адресам в ближайшие годы новые детские и дошкольные учреждения появятся. А их будет порядка 2 десятков. То есть в планах 17 новых детских садов это минимум. Но я считаю, до 20 мы эту цифру доведем. Темпы строительства небывалые, никогда столько детских садов новых в городе не строилось. Сегодня можно уже с удовлетворением сказать, что в некоторых районах города очередь в детские сады исчезла, например, в Советском районе. То есть мы уже вышли на финишную прямую, мы прошли точку невозврата в решении этой проблемы, и мы эту проблему решим. И главное, что у нас появилась уверенность, что глаза боятся, руки делают, что сложные социальные задачи, объединив усилия, а здесь мы объединяли усилия и с областным правительством, и Валерий Павлович выделял нам деньги, и федеральный бюджет. Нам, конечно, без помощи было сложно эту проблему решить, но все-таки мы понимали, что эта задача, она касается не только одной отдельно взятой семьи, она вообще касается всего города. Это и новые рабочие места, не будем забывать, потому что детские сады кто-то строит и работает на этих стройках, а потом кто-то работает нянечками, воспитателями, в основном женщины. А зарплату мы повысили в 2013 году, повысили больше, чем на 90%, то есть эта работа уже стала на самом деле такой неплохо оплачиваемой. Конечно, мы не будем на этом останавливаться, на достигнутом, но я считаю, что в этой части 2013 год, безусловно, у нас прорывной. И сейчас, встречаясь с руководителями детских и дошкольных учреждений, они говорят: конечно, Олег Валентинович, пошла молодежь работать к нам. Люди поверили о том, что растут зарплаты, строятся новые детские сады, появляются какие-то карьерные перспективы. А почему нет? Здорово. Так что я считаю, в этой части я результатами 2013 года доволен. Олег Валентинович, город в этом году просто преобразился, реконструировано много важных объектов: Чкаловская лестница, Нижневолжская набережная, улица Рождественская. Вы, как глава города, чем больше всего гордитесь? Вы знаете, я бы не выделял какой-то отдельно взятый проект. Почему? Потому что это как дырявый пиджак с блестящими пуговицами. Понимаете, не может город в каком-то месте выглядеть особенно хорошо, а в каком-то месте запущенном. Я имею в виду в первую очередь, конечно, центр города. Поэтому работы впереди очень много. Но для нас было важно показать нижегородцам, каким должен быть Нижний. Как мы должны восстанавливать объекты на примере той же Чкаловской лестницы, Нижневолжской набережной. То есть мы показали, что можно за не очень большие деньги, а деньги мы тратили очень экономно и рационально, все-таки менять облик города, придавать даже некоторый лоск ему. Потому что действительно сегодня прогулка по Нижневолжской набережной, с заходом в Кремль, на улицу Рождественскую, она доставит просто настоящее удовольствие, особенно любителям пеших прогулок. А таких тоже появилось в центре города немало. И меня, конечно, искренне радует, когда в выходные особенно едешь на машине по городу или сам пешком гуляешь. У меня, например, уже любимый маршрут сформировался. Это от памятника Чкалова через Кремль спуститься вниз по Бровке на улицу Рождественскую, на площадь Народного Единства. И ты видишь огромное количество людей с детьми, бабушки, дедушки, взрослые поколения, молодежь гуляют и получают именно эстетическое удовольствие, наслаждение именно от города. То есть город, так сказать, дарит людям свое тепло, любовь. И, конечно, когда
ты читаешь историю Нижнего Новгорода, 800-летнюю, то ты понимаешь, что каждое поколение должно что-то сделать. И не только сделать что-то новое, но и сберечь и украсить то, что было. Поэтому в этой части эти работы никогда не должны сворачиваться. Вот ни при какой власти, это мое твердое убеждение, за городом нужно ухаживать. Все эти городские достопримечательности, о которых мы говорили ранее, были любимы нижегородцами и в том неприглядном виде. Но что касается Парка Победы, то в этом году он пережил буквально второе рождение. Там столько военных мероприятий проводится. И мы все с удовольствием там гуляем с детьми. А ведь именно с детства закладываются основы патриотического воспитания. Вы знаете, и в Парке Победы очень много работы еще впереди. Обязательно нужно строить музей воинской славы, потому что без такого музея, конечно, вот весь этот комплекс, он каким-то вот немножко неполным выглядит. Да? И по благоустройству есть чем позаниматься, но опять же мы встали на этот путь, и мы уже понимаем, что мы от этого проекта никуда не уйдем. Потому что, конечно, стыдобище, когда он 30 лет стоял абсолютно неухоженный, заброшенный. И сейчас, конечно, глаз радуется, когда вот вся эта техника облеплена как горошинками такими цветными детворой. И это здорово. Вот пусть лазят, пусть там виснут на этих пушках, там прыгают на этих самолетах. Для этого и поставили, чтобы все-таки дети с раннего детства понимали, что Россия — это великая военная держава, способная себя защитить во все времена. Ну и, конечно же, это и дань уважения ветеранам, потому что с другим настроением они приходят в этот парк. И много мероприятий, которые там проводятся именно для них. Ну и понятно, что для школьников открытые уроки истории, которые стали сейчас проводиться часто на этой территории, это просто замечательно, потому что раньше такие уроки проводились, ну, в Кремле. Но одной площадки явно для такого огромного города не хватает, потому что Кремль тоже не резиновый. Вот, поэтому в этой части я бы хотел сказать, что все-таки Кремль — это больше некая такая вот историческая площадка, да? А Парк Победы — это символ воинской славы и доблести. Поэтому в этой части обе площадки, они очень органично между собой, так сказать, работают. Решению еще одной важной городской проблемы был дан старт в этом году — волновое переселение. Как вы оцениваете первые результаты работы этой программы? Знаете, для нас результаты этого года важны, потому что мы построили 2 новых дома, свыше 300 семей получили в них квартиры. Мы 5 новых домов заложили. На маршала Казакова 3 дома, это 600 квартир. Они будут сдаваться уже летом 2014 года. То есть темп набран неплохой. Но самое важное и самое ответственное, конечно, впереди. И 2014 год для нас является, вот если по детским садам 2013 год был принципиально важен, то для этой программы именно 2014 год. Вот как мы в нем сработаем, так программа дальше и пойдет. Поэтому очень много площадок подготовлено. Мы определили территории для волнового расселения и в верхней части города, и в нижней части города. Поэтому здесь опять же надеюсь и на поддержку областного правительства. Они и в 2013 году нам помогали и деньгами. Вот. И если мы опять же навалимся на эту проблему, она начнет отступать от города. И не так вот точечно, а действительно прям пойдет волна, как мы ее называем, условно так, в кругу, так сказать, своих, чтобы долго на это время не тратить. Но, на мой взгляд, программа хорошая. Программа такая, она сбитая. Мы сделали все, что должны были сделать в организационных мероприятиях. Сейчас осталось только работать. Ну и в завершение хотелось бы несколько теплых слов в преддверии Нового года для нижегородцев. Ну, конечно, я хотел бы всех нижегородцев, всех жителей нашего любимого города поздравить с наступающим Новым годом. И пожелать, наверное, самое главное — это здоровье. Оно нам всем нужно. Любви, чтобы здоровы были все близкие, все люди, которые вам дороги. Встретьте Новый год в кругу семьи, у домашнего очага. Все-таки это семейный праздник. Уделите внимание в новогодние каникулы и себе, и каким-то зимним видам отдыха, прогулкам, может быть, пробежкам на лыжах. Я вообще хотел бы сказать, что мы, нижегородцы, должны в 2014 год войти с таким бодрым, хорошим настроением, потому что дел впереди очень много.
Работать мы умеем, поэтому, объединяя усилия, я считаю, что мы многого добьемся. С наступающим Новым годом! Спасибо, Олег Валентинович. Спасибо вам. Это была программа «5 вопросов мэру», которые мы задавали главе города Олегу Сорокину. Если вам есть о чем его спросить, звоните нам по телефону горячей линии 233 1904 для абонента Сорокин. Счастливого Нового года!